К примеру киноальманаха «Семь новелл» Михаила Лакарба абхазская публика ждала давно. Зрители начали собираться в фойе театра задолго до начала показа короткометражных фильмов. У них была возможность лично пообщаться и сфотографироваться с актерами и режиссерами. С самого начала здесь создалась особая атмосфера. Зрители понимали, что становятся частью чего-то действительно важного и интересного. Посмотреть новеллы пришел и президент республики Рауль Хаджимба. Что касается фильмов, то режиссеры постарались отразить в них именно тот посыл, ту культуру, воспитание и обычаи, которые были заложены в новеллах. По их словам, делалось это для того, чтобы люди могли воспринимать их параллельно с произведением. Они считают, что так новеллы стали более интересны и понятны тем, кто их даже не читал. Главную женскую роль в новелле «Пушинка» режиссера Вячеслава Облодья сыграла 16-летняя Амрат Бар. Сюжет фильма повествует о многолетней дружбе между Манчей и Шаудыдом, но в один момент один из главных героев влюбляется в жену друга Щазину и убивает его. Спустя какое-то время, уже будучи мужем Щазины, Шаудыд рассказывает ей правду. Девушка не смогла простить предательство и убивает его. Женская роль в этом фильме, безусловно, сложная, но Амра сумела вжиться в образ главной героини. И, конечно же, было трудно вжиться в эту роль, но благодаря Славику я справилась. Учиться на актерском я не хочу, но как-то, наверное, продолжим. Достаточно необычный подход к произведению был у режиссера фильма «Меня зовут Махаз» Инара Нормания по мотивам новеллы Лакарба «Друзья». Образы героев и кадры старого Сухума сумели впечатлить практически всех в зале. Еще одной его особенностью стало то, что за весь фильм герои не проронили ни слова. Илона Хварцкия – режиссер одной из новелл. Фильм «Ведьма» повествует о жизни в маленькой деревушке. Местные жители верят в существование нечистой силы, но с этим не согласна городская девушка Цаба, которая приехала к бабушке. Пытаясь доказать обратное, она направляется на могилу той самой ведьмы. Утром Цабу находят без сознания. Люди обеспокоены, ведь теперь девушка накликала беду на дом. Илона Хварцкия рассказала более подробно, как проходил съемочный процесс и удалось ли воплотить все задуманное. В целом я довольна, как и все режиссеры, результатом. Конечно, есть куда стремиться, есть куда расти, и то, что мы сегодня сделали, это первый шаг к тому, чтобы и дальше развивать кино здесь. С актерами было работать комфортно, я считаю, мне повезло, потому что собрались профессионалы, собрались люди, которым тоже это было интересно делать, и мы, как одна команда единомышленников, я думаю, что справились. 7 новелл в короткометражных фильмах на абхазском языке в общей сложности длились более 2,5 часов. Для компании Амобайл, поддержавшей проект с самого начала, он является одним из самых масштабных. Для нас в Амобайл проект «7 новелл» является особенным. В первую очередь потому, что поддержка талантливых режиссеров – это ценная инвестиция в развитие общества и государства в целом. Сегодняшний вечер является праздником абхазского кинематографа, и нам очень радостно быть частью такого уникального проекта. Небывалый ажиотаж накануне премьеры и волнительная, активная реакция гостей говорит о том, что создателям фильмов удалось достучаться до сердец зрителей, а это самая главная награда. Большое впечатление у зрителей вызвал фильм режиссера Наура Гармелия «Братья». В фильме рассказывается о взаимоотношениях двух братьев, в которых сыграли актеры Саид Камкия и Вадим Абухба. Практически все действие картины разворачивается на скале. Финал действия трагичен. Старший брат убивает младшего. Мнение зрителей оказалось неоднозначным. Если одни говорили, что фильм безупречен, то другие находили недочеты. Есть вещи, которые до глубины души достают, а есть еще бы вот так задумаешься, вот там бы другую мелодию, другую. Например, вот последний фильм сейчас, что мы смотрели «Братья», там явно вставлена музыка, песня не то, которого надо было, не песня о ранении, а песня о скале. В общем, отличная. И это наше будущее. Сегодня только начинают наши ребята, молодые режиссеры. Дай Бог, чтобы в дальнейшем помогали им, и они стали лучшими. В съемках были задействованы преимущественно молодые актеры и режиссеры. В их числе режиссеры, которые закончили вузы за пределами Абхазии и, вернувшись на родину, делают все возможное, чтобы возродить абхазское кино.
Главную роль в фильме «Неудачный момент» сыграл актер молодежного театра Аслан Ангваб. Режиссером другого фильма «Гость» стал Джану Цурцумия. В фильме «Отец» режиссера Тимура Квиквискири было задействовано порядка 20 актеров. Картина повествует о молодом человеке Ардашине, роль которого сыграл актер молодежного театра Аляс Авицба. Роль отца в фильме исполнил Кесо Хагба. Зрители на одном дыхании смотрели фильмы. Все они в один голос отмечали: это самый масштабный кинопроект за все послевоенное время. Игра актеров, костюмы, образы – все это давало возможность окунуться в атмосферу описываемых событий. Успех проекта должен послужить толчком для развития кинематографа в Абхазии. Этот факт отметил президент. Думаю, что это для нас новое. Если у нас ожил театр, и русский, и абхазский, то я думаю, что то время, которое было затишьем, сегодня, по-моему, пробудилось. И это совершенно новое для нас. И я не сомневаюсь в том, что это будет иметь продолжение. После просмотра фильмов у зрителей была возможность заполнить брошюры и выбрать лучшего актера, режиссера и лучший фильм. Представители компании «Амобайл» отметили, что режиссер, чей фильм наберет больше всего голосов, получит грант на съемку нового фильма. Зария Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.